Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телепередача «Серебряные нити». Сегодня мы с вами поговорим о роли отца в современной семье, о том, какой вклад может вложить только отец в создание семьи и какие функции он может выполнять. Для любого ребенка отец – это очень важный человек. Начиная с возникновения института семьи, предполагалось, что дети будут расти с родителями, отцом и матерью. Отец представляет собой мужское начало создания, силу, стабильность, устойчивость, защиту. И всем детям для правильного взросления необходим отец. Скажите, пожалуйста, а что такое для вас полноценная семья? Полноценная семья для меня, в первую очередь, это где роль отца выполняет главную роль семьи, также где муж, отец обеспечивает свою семью, ухаживает за женой, за детьми, где жена всегда поддерживает мужа также, а дети играют свою роль. Тут, получается, ходят в школу, ходят на кружки, занимаются в кружках. Мальчик особенно нуждается в присутствии отца, потому что отец – это пример для него, человек, который оставит свою печать в его душевной организации. На основе этого образца мальчик гармонично и естественно развивается в мужчину. Хорошее и правильное выстроенное общение отца и сына очень ценно для развития и созревания каждого мальчика. Мужчины, выросшие сиротами со стороны отца, признаются, что этот недостаток оставил в их душе пустоту и горячее желание, чтобы отец у них все-таки появился. То же самое испытывают мальчики, отцы которых отсутствуют по любой другой причине. Из-за развода, удаленной от дома работы и прочего. Если таким ребятам повезет, то в их жизни воспитании участвует дедушка, дядя или другой родственник мужчина, который обладает авторитетом для них и хотя бы в какой-то мере заменяет отца. Мальчику необходим постоянный контакт с отцом. Наблюдаю и общаюсь с папой, мальчик копирует его поведение, жесты, движения, манеры, слова. Такие качества, как мужское достоинство, умение брать на себя ответственность, отношение к женщине и многие другие черты мальчику прививаются в процессе общения с папой. А скажите, пожалуйста, а какую позицию стоит придерживаться отцам, когда они воспитывают сыновей? Вот для полноценного воспитания. Для полноценного воспитания бывает много методов воспитания, но я придерживаюсь лично своему мнению. Получается, я ухаживаю за детьми, у меня ходят в спортивную школу, спортивные секции занимаются, сходят в музыкальную школу, занимаются танцами. Каждый ребенок, бывает, что надо обязательно поощрение, и ругаться тоже надо иногда, получается так же. С детства я учу их заниматься трудом, чтобы что-то делать своими руками, в первую очередь. Они помогают во дворе дома также, копают, сажают деревья, маленькие кустарники. И ухаживают за всем ухаживают, можно сказать так вот. Для девочки активное присутствие отца в семье столь же необходимо. Отец в глазах дочери символизирует и представляет устойчивые жизненные ценности, прошлое, настоящее и будущее семьи. Через общение со своим отцом девушка учится строить правильные или ложные взаимоотношения со своим будущим спутником жизни. Дочь обычно не подражает отцу, но его одобрение придает ей уверенности в себе. Важно показать дочери, что папа ценит ее мнение, интересуется ее делами, советуется с ней, хвалит ее красивое платье. Отцовское принятие воспитывает в девочке уверенность в себе и женское достоинство. Именно в семье, наблюдая роли отца и матери, дети получают представление о полноценных взаимоотношениях мужчины и женщины, их родительских ролях и обязанностях, о семейных проблемах и способах их разрешения. К сожалению, на жизнь современных семей нашего города оказывает столь сильное экономическое давление, что часто мужчины превращаются в отцов, которых редко видят их домашние, в желанных, дорогих, но редких гостей у себя дома. К тому же мужчины главное предпочтение отдают работе, и их интерес к своей деятельности легко может превратиться в трудоголизм. В результате дети растут практически не видя отца и не ощущая его активного присутствия в своей жизни. Что сейчас влияет на саму семью? Что, может быть, воспринимается как проблемные ситуации? Что не дает отцу в полной мере реализовать себя в качестве своей семейной роли? Я думаю, в первую очередь, это финансовая сторона вопроса. Многие отцы ездят на заработки, многим не хватает денег, чтобы собрать даже элементарно детей в школу, одевать, кормить. Я, кстати, тоже работал несколько лет в Москве, после того, как, получается, жил вдали от семьи и понял, что это не плюс, то, что я вижу детей очень-очень редко. С женой мы, получается, почти не виделись, и поэтому я сейчас работаю здесь,
постоянно. И просыпаюсь, и ложусь, можно сказать, ну, как бы вместе с семьей, да. Вот самый большой, получается, в наше время, наверное, минус – это вот эта сторона, недостаток денег, наверное. Остальное, как бы… Но есть, конечно, еще факторы, да, то, что нет взаимопонимания в семье. Как обычно у нас говорят, не сошлись характером. Я думаю, это в первую очередь легкомыслие, но как бы они, когда создавали семью, ни о чем не думали, а получается потом, когда уже столкнулись с бытовыми проблемами, так скажем, уже вот получается просто решили разбежаться, да. А как бы проблемы сообща уже решать они не захотели. Сейчас большие социальные изменения все же обязывают отца и мать к равноценному участию в воспитании ребенка. Планирование ребенка – это очень ответственный и важный момент в жизни. Дети – это есть смысл жизни, ради них надо как бы жить, обеспечивать их. Мы вот с семьей участвовали в музыкальной школе, на концерте, играли совместно полностью, получается, жена, я и дети наши, у меня 3 детей. Вот. Старший играл на гитаре. Средний играл Артур на баяне. Роберт мне помогал петь с мамой. А я сам играл тоже на гитаре. Также есть некоторые советы для любящего папы, для того, чтобы поддержать свою семью и создать в ней доброжелательную атмосферу. Уделяйте ребенку свое свободное время. После работы хочется отдохнуть, но ведь это хорошая возможность пообщаться с ребенком. Расспросите малыша, как он провел день, поиграйте с ним. Также не забывайте обнимать ребенка. Отец не должен стесняться проявлять свою любовь. Детям нужен тактильный контакт. Играйте с ребенком в подвижные игры. Футбол, бадминтон, ходите на лыжах, лепите снеговика, лепите из пластилина, рисуйте, играйте в баскетбол. Также читайте ребенку книги. Это интересное и занимательное занятие прививает ребенку интерес к чтению. Кроме того, вы с пользой проводите время вместе. Не забывайте поддерживать маму. Не ссорьтесь с женой при детях. Ваше поведение – это пример для подражания. Будьте одной командой. Если вы с чем-то не согласны со своей супругой, обсудите это наедине, но никак не при детях. Также показывайте и говорите ребенку, что вы его очень цените. Хвалите его за большие достижения и маленькие, но и за хорошие результаты. Этим вы повысите его детскую самооценку. Также помните, ребенок, который не был сыном отца, не сможет стать отцом для своего ребенка. Что бы вы могли посоветовать будущим отцам, которые сейчас, допустим, воспитывают своих детей? В первую очередь терпение. Ну, чтобы уважали супругу или супруга, там, без разницы, там, жена или муж, там, ну, а если друг друга уважать и любить, то, мне кажется, остальное все уже как бы сбудется, все наладится. Все остальное приложится. Да. Главное любить и уважать друг друга. И самый главный совет для мамы и папы – любите своего ребенка. Об этом он точно будет помнить всю свою жизнь. Хотя на сегодняшний день роль отца потеряла свои устойчивые рамки, переданные поколениями традициями, она все равно остается важным и необходимым инструментом для стабильности и создания семьи. А на этом наша передача подходит к концу. До свидания, до новых встреч в эфире.